В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Юлия Великодная. Любители спорта и масс-рестлинга, которые стремительно набирают популярность во всем мире в ожидании чемпионата мира, до открытия которого остается всего 2 дня. Основной состав участников уже прибыл в Якутск, и гость нашей студии – член Президиума Международной Федерации масс-рестлинга, президент Ассоциации масс-рестлинга Казахстана Талап Иматалиев. Талап Сайпулович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, в чем секрет этого вида спорта и почему, на ваш взгляд, он получил такую популярность за короткое время? Ну, знаете, хочу сказать, что секрет, и я ее называю магией Севера, масс-рестлинг, который притянул уже более 50 стран мира, заключается в том, что этот вид спорта, национальный вид спорта Саха-Якутии, наверное, в том, что этот вид спорта истинно народный. И народы других стран очень хорошо поддержали этот вид спорта. И сейчас оно распространяется по всему миру. А у вас в Казахстане как развивается масс-рестлинг? Мы более 6 лет уже развиваем этот вид спорта в Казахстане. Создали Национальную ассоциацию масс-рестлинга. Провели уже достаточно много национальных турниров. И мы приняли 3 международных турнира по молодежи, так как мы отвечаем за молодежный спорт именно в Международной Федерации. Поэтому мы ставку сделали, изначально мы сделали ставку, что будем ставку делать на молодежную. А много ли сподвижников вот у вас? Ну, предостаточно. Хотя вид спорта молодой в Казахстане, оно имеет тоже свои корни. Если мы сказать, что у нас был раньше развивалось как Ухтау-Тарту, если у вас Мастарды, у нас Ухтау-Тарту, у киргизов Таяк-Тартыш. Это как бы испокон тюркские такие виды спорта, которые всегда на великих праздниках, как Исых у вас, у нас Наурыз, эти виды спорта применялись. То есть они похожи между собой? Похожи между собой, поэтому для нас это было не ново, но Саха-Якутия, оно дало толчок и начало развивать уже в мировом масштабе. А какие отличия вот в правилах в этих? Правила таких мы сейчас, так как Международная Федерация разработала свои правила, отличия не такие значительные, но есть чисто такие, как бы, если национальный колорит взять, там, в одежде или еще в чем-то, а так мы стараемся придерживаться правил Международной Федерации масс-рестлинга. А есть ли какие-то секреты у казахов свои в этом виде спорта? Секреты, ну, таких сказать, что секреты глобальных нету, но что-то интересное, может быть, мы вносим. Но это опять-таки, раз мы назвали секрет, это наш секрет. Ну да. Да. А расскажите о сборной команде Казахстана. На кого вы делаете ставки в этом чемпионате? Значит, у нас команда уже довольно-таки сформировавшая, хорошая. У нас свои лидеры, это Александр Краснов, Дарья Нестерова приехала, Шамет Тимирлан и Ахылбек Алтын. Вот эти лидеры казахстанского, сказать, масс-рестлинга, которые приехали уже не просто как гости, а уже как фавориты и побороться за медали. И мы такую делаем ставку на них. А во всех весовых категориях принимаете участие? К сожалению, не получилось во всех весовых категориях, но 8 человек будут участвовать на чемпионате мира от Казахстана. А вот соперниками спортсменов из каких стран считаете? Если взять категории, то, конечно, самые такие тяжелые категории, это фавориты, естественно, Россия и Америка. А если взять категории ниже, там мы будем соперничать уже, как говорится, лягут карты. Как пройдет жеребьевка, это будет от этого зависеть. А часто казахские спортсмены в международных соревнованиях участвуют? Ранее с этими соперниками встречались? Да, мы стараемся не пропускать ни одного чемпионата. На этапах Кубка мира мы участвуем. Мы сами принимали в том году первый этап Кубка мира в Алматы. Мы также принимали молодежный турнир. Я как сказал, уже 3 международных турнира мы принимали у себя в Алматы. Поэтому опыт уже есть и в проведении, и как в турнирах. А каких результатов ждете от чемпионата? Вообще,
Для меня не как результат важен, как сам проведение чемпионата. Почему? Потому что я как член президиума Международной федерации, для меня хотелось бы, что этот чемпионат, но я и уверен, потому что уже изначально я увидел, что Республика Саха-Якутия во главе с командой готовится тщательно к проведению этого турнира. Поэтому у нас надежда, что это пройдет на высшем профессиональном уровне, и это даст толчок, дальнейший толчок развития масс-рестлинга в целом в мировом масштабе. А как долго вы готовились к соревнованиям и как вот акклиматизацию проходят спортсмены ваши? Ну, мы первыми прибыли на землю Олонхо, поэтому акклиматизация для нас как бы такой трудности не составила, потому что у нас северная часть Казахстана тоже примерно похожа. Если у нас столица Астана, там примерно тоже 40-45 градусов мороза, как бы для нас это привычно, да. А на ваш взгляд, станет ли масс-рестлинг программой в Олимпийских играх? Знаете, он не только станет, он будет обязательно. Почему так считаете? Потому что такими темпами развития масс-рестлинга в мире ни у какой федерации такого и не было. Даже взять такие популярные виды спорта, как бокс, борьба, футбол, да? На первый чемпионат мира, вроде бы Сибирь далеко, и приехать 33 страны, обычно, когда открывается новый вид спорта, начинается с 3-4 стран. Здесь на первый чемпионат мира в далекую Сибирь приехало 33 страны. И такие языки, как Бразилия, да, Филиппины, все добрались успешно, выступили, станцевали знаменитый танец Осохая и были просто поражены. Поэтому именно правильно сделал народ Саха-Якутии, что первый чемпионат провели на исконно той земле, где родился масс-рестлинг. А когда это произойдет, на ваш взгляд, вот в Олимпийских играх? Мы такую ставку делали, но я думаю, если Олимпиада будет вот в Токио, следующий будет в 2024 году. Вообще у нас задача поставлена до 1936 года, как бы максимальная, да. Но я думаю, уже в 2028 году постараемся, чтобы Олимпийский комитет уже принял в ряды Международной федерации масс-рестлинга. Для этого делаются большие, огромные шаги Международной федерации. Я думаю, минимально это 28-й, максимум 36-й год. Интерес во всем мире есть, активно развивается масс-рестлинг. А какие есть проблемы, которые вот необходимо преодолеть до этого времени? Сделаны большие шаги вот именно в этом направлении, что развитие таких крупных проблем в развитии я не вижу, но проблемы есть в национальных федерациях, потому что этот вид новый, нам приходится очень много проводить бесед, встреч, семинаров, встреч в Министерстве спорта, показывать, презентовать этот вид спорта. Мы ставку сделали, я уже сказал, что на молодежь. Мы сейчас презентуем ее в студенческой среде, да? Во многих университетах Казахстана. И то же самое я предлагаю своим коллегам делать в своих странах. Почему? Потому что ставка на молодежь – это будущее. Да? Если мы поставили цель 24, 28, 36, то будущие олимпийцы – это сейчас только, которые учатся в школе и, может быть, студентами. Поэтому мы должны на перспективу работать именно с молодежью. Я всегда призывал и буду призывать моих коллег с других стран, чтобы именно ставка была именно на то. И изначально просто открывать секции, чтобы мальчики и девочки шли именно на эту секцию. А сейчас пока приходят с других видов спорта. Мы изначально и делали ставку на пауэрлифтеров, тяжелоатлетов, борцов. Они вначале помогли, а теперь у нас уже есть свои, которые выращены, скажем, масс-рестлеры, которые сейчас будут выступать на чемпионатах Азии, мира, Европы и международных турнирах. Вы уже второй раз приезжаете в Якутск. Вот расскажите в этом году, как организован чемпионат, все ли устраивает? Абсолютно все. Я уже успел
прогуляться по Якутску. И что было в 2014 году, и сейчас, конечно, большие изменения. Благодаря, наверное, главе государства, правительству и всем ведомствам, что именно Якутию узнают в первую очередь, конечно, по развитию, да, по алмазам, по экономическим показателям. Ну, это второй, конечно, масс-рестлинг. Благодаря масс-рестлингу узнал весь мир. Очень большие изменения я вижу в инфраструктуре города. Появились новые, современные, авангардные здания. Развивается очень хорошо. Я просто был так приятно удивлен, что именно Якутск стал одним из центров. А вот что касается организации чемпионата? Организация просто, знаете, шикарна. Организация шикарная. Я даже не сомневался, что будут какие-то проблемы, потому что мы вчера были в министерстве, поздравили Иннокентия Юрьевича Григорьева. Он был генеральным секретарем у нас в Международной Федерации. Сейчас он является, ему предложили должность министра спорта. И я думаю, это даст еще дополнительный толчок в развитии масс-рестлинга в целом, как в Якутии, так и в других национальных федерациях. А как вы оцениваете вклад Якутии в развитие масс-рестлинга в мире? Это, можно, если в процентном соотношении взять, то, наверное, львиную долю, 70%, это идет именно от Республики Саха-Якутия. Почему? Потому что ваше руководство республики, правительство, министерство и ведомство делают большую работу. Потому что спорт всегда требует какие-то вложения финансов, каких-то административных. И я думаю, что именно вот львиная доля будет все-таки за Республики Саха-Якутия, потому что это ваш вид спорта, и вы должны, не только должны, вы обязаны этим заниматься. А наша задача национальных других федераций просто поддерживать и помогать Международной Федерации. Талап Сайпулович, спасибо большое за беседу, что пришли к нам в студию. Я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Мы говорили о предстоящем чемпионате масс-рестлинга в Якутске.